Ленточку. Вперед. Ура! Открытие атом-класса после реновации – долгожданное событие для школы. Ведь теперь ученики смогут получать еще больше новых и полезных знаний в области точных и естественных наук. Поможет в дальнейшем поступлении, и также можно изучать те науки, точные науки, которые интересны очень многим в нашей школе. Я считаю, нам повезло, что именно в нашей школе открывается этот атом-класс, и я очень рада по этому поводу. Ирина Павирскер, директор школы имени Пушкина, поприветствовала собравшихся и поблагодарила причастных к этому событию. Павирскер рассказала о новшествах атом-класса после реновации. Она также сообщила, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко подарил родной школе новые компьютеры. Год 155-летия школы решением концерна «Росэнергоатом» была проведена реновация кабинета, обновлена мебель, современная новая интерактивная доска и немножко изменился дизайн нашего кабинета. Оборудование, которое поставляется для лабораторных работ, тоже частично было обновлено. В своей приветственной речи первый замгендиректора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кибучава напомнил, что атомная промышленность зарождалась в том числе и в Абхазии. Он также отметил, что всего открыто 100 атом-классов, 5 из них в Абхазии. Эти классы нужны для того, чтобы школьники углубленно изучали точные и естественные науки, могли поступить в профильные вузы и, возможно, начать работать в атомной промышленности. Для чего это делается корпорацией Росатом и концерном Росэнергоатом? Наверное, всем понятно. Во-первых, мы приобщаем вас к нашей, так сказать, великой отрасли. Во-вторых, мы надеемся на то, что, изучая физику глубоко, математику, вы, в конце концов, поступите в вузы соответствующие. У нас в России таких опорных вузов, которые готовят для нас специалистов, 16. С каждым из этих вузов мы работаем очень плотно. У нас есть совместные договора. И хотели бы, когда вы закончите школу, надеюсь, успешно, поступите в эти вузы и в итоге придете к нам на работу. Я отметил для себя, что не только физика, математика у вас в школе хорошо преподается, но и литература тоже, потому что так хорошо говорить и ровно, и четко, это тоже заслуга и педагогов, и, конечно, так надо уметь. И я понимаю, что в школе развивается и гуманитарное направление, и математическое направление, и очень хорошо, что в этом сложном, очень насыщенном процессе встроена и работа, которая называется «Атом-класс». К присутствующим с напутственными словами обратилась Наталья Шурочкова, руководитель проекта «Школа Росатома». Она поблагодарила собравшихся за их присутствие на мероприятии и пожелала успехов. И самое необходимое, и самое главное, это вы, те, которые здесь сидят. Будьте достойны вот этих людей, которые здесь учились. Будьте достойны своих родителей, своих прекрасных учителей, да, те люди, которые отдают вам все. Мы здесь, мы проживаем с вами это время, мы проживаем каждую трещинку здесь, да, все, что здесь происходит, да, душой и сердцем с Оксаной, тоже Малафеевой, директором фонда, каждый шаг мы искренне делаем это для вас. В завершении мероприятия 5 лучшим ученицам атом-класса вручили пригласительные на новогодние каникулы в Москве. Аэлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.